5 главных ошибок, когда начинают правильно питаться. Итак, ошибка номер 1. 99% нас, жителей этой планеты Земля, когда решаются перейти на здоровое питание, на правильное питание, мы, к сожалению, делая этот шаг, не знаем, что в нашем организме происходит. И я вам скажу даже больше, что большинство спортсменов не все знают, что в организме происходит. Что это такое? Однозначно нужно понимать, какие физиологические процессы на данный момент в нашем организме естественные, которые отходят от нормы. То есть первое, что нужно сделать, нужно проверить свой организм, желательно это сделать совместно с узкопрофильным специалистом, с терапевтом, но точно нужно сдать анализы, посмотреть общий анализ крови, точно нужно проверить на гормоны, точно нужно проверить свой ЖКТ, ну и, конечно же, понимать в целом на сегодняшний день состояние нашего организма. Только потом мы уже можем определиться, как правильно питаться, какие добавки принимать и нужны ли они в принципе. То есть первое, что нужно сделать, нужно понять, что в нашем организме на сегодняшний день происходит и в каком он состоянии. То есть чекап – это задача номер 1. Задача номер 2. Да? Вторая ошибка, которую, к сожалению, большинство делают. То есть мы понимаем, что мы себя проверили, мы уже знаем, насколько сегодня наш организм действует, насколько и на сегодняшний день, и на сегодняшний возраст. Потому что вот даже сегодня в студии у нас все 4 человека разных возрастов. У всех по-разному организм работает, и у всех сегодня он в разном состоянии. Но мы знаем, что все хорошо, скажем так, при равных условиях начальных. И выбор правильного питания на сегодняшний день, он 1 029 000 разных вариантов. То есть, понятно, мы начинаем себе сами прописывать тот или иной вид питания. Сегодня можно открыть интернет и увидеть разновидности питания от кето-диет, заканчивая голоданием. То есть их очень много, все они популярны, и, к сожалению, человек эмоционально подвержен тому, что мы выбираем то или иное направление вида питания относительно успеха или неуспеха какого-то нашего знакомого, например. Или то, что происходит сейчас в Инстаграме, то, что сейчас в тренде. Вы увидели, например, у популярного фитнесиста, что он интервально голодает, и все, вы считаете, что вам нужно тоже повторить его успех, потому что он в шикарной форме, или это девушка, или парень, и вот хочется быть как он, я буду тоже интервально голодать. Хотя на самом деле оно может вам и не зайти. То есть вторая ошибка, мы идем на поводу у моды, у трендов или же на успехи и неуспехи наших знакомых и пытаемся повторить за ними. Поэтому что нужно сделать? Нужно обязательно найти себе узкопрофильного специалиста. То есть первый узкопрофильный специалист – это терапевт, который пожизненно должен быть с нами. Мы должны всегда заботиться о нашем организме и знать, что в нашем организме происходит. А второй узкопрофильный специалист хотя бы на первых этапах, когда мы учимся правильно питаться, найти себе диетолога, и который посоветует вам относительно ваших физиологических данных, относительно вашего образа жизни подобрать тот или иной вид питания для того, чтобы, конечно же, дойти до какого-то результата, ну а самое главное, не навредить своему организму. То есть можно дойти и не дойти до желаемой формы, до желаемой фигуры, но навредить своему организму – это вот как разбить хрустальный бокал. Очень легко. Наш организм настолько чувствительный, и, к сожалению, с годами он становится еще более чувствительным. Если вы в подростковом возрасте, в возрасте, скажем так, молодежном, не ощущали этого, нам, грубо говоря, море по колено было, то когда вам за 30, 40, 50 плюс, наш организм очень хрупкий, и, к сожалению, мы будем чувствовать любое колебание, в том числе в изменении питания. Это вторая ошибка. То есть не подвергайтесь трендам, не подвергайтесь моде, а советуйтесь с узкопрофильным специалистом. Третий момент. Невозможно правильно или неправильно питаться временно. То есть это не значит, что вы, вот когда вы проверили себя, проконсультировались с диетологом, выбрали себе тот или иной вид правильного питания, их тоже, как я уже говорил, очень много, вы начинаете так жить, проходит какой-то промежуток времени, как правило, это около 2-3 месяцев, когда организм перестраивается, и уже вы видите все результаты. И вы дошли до желаемой фигуры, до желаемой формы, и самое главное, до желаемого состояния вашего организма. То есть вы продуктивны, вы очень энергичны, вы симпатичны, кожа поменялась, моложе стали выглядеть, стали спортивны, подтянулись, нет целлюлита, мышцы появились. Все, чему вы хотели, вы пришли. И тут момент раз, вы все, ну все, я дошел до этого, а теперь я буду
бешбармачить. То есть невозможно правильно питаться от формы до формы. То есть если вы зашли, вы приблизительно должны идти по жизни теперь так, потому что, помните, я вам сказал, что организм настолько хрупкий, он опять же может сдать сбой. И если вы из такого чистого организма перейдете опять в мусорную шлаковую пищу, организм даст сбой еще даже хуже, чем было раньше. Не дай бог, конечно. Это был третий момент. То есть если вы вошли в здоровый образ жизни, значит, надо так и дальше жить. Мало когда человек отказывается от чего-то хорошего. Да? Вот поэтому не отказывайтесь от своего здорового, красивого организма. Четвертый момент. Если вам 30, скажем так, и плюс, однозначно вам не хватит только правильного питания, и однозначно вам, помимо еще двигательной активности, то есть вот этот момент двигательную активность я по умолчанию опустил, потому что, в наше время все понимают, наверное, от мала до велика, что двигательная активность в нашей жизни должна присутствовать, потому что гиподинамия – это бич нашего поколения, потому что вот это вот все инновационные изобретения, которые вот наше поколение застало, мы пользуемся ими активно. И, к сожалению, нам легче стало жить, но, к сожалению, мы стали мало двигаться. Достаточно только одного интернета. Если раньше, чтобы узнать какую-то информацию, мое поколение шло в библиотеку, это как минимум какие-то телодвижения, то сейчас достаточно достать ваш смартфон и все. И даже фотоаппарат, вот сейчас напротив меня фотоаппарат, мы даже, чтобы проявить пленку, делали много усилий двигательных. Теперь уже этого ничего не надо, потому что это уже все готово есть. То есть инновационный, технический, технологический прогресс нашего поколения, к сожалению, привел нас к гиподинамии, мы мало двигаемся, поэтому этот момент я вообще по умолчанию опустил, я даже не считаю это как ошибкой. То есть двигательная активность у всех должна быть, иначе наш организм просто не сможет потратить такого количества энергии, сколько мы потребляем с пищей. 30 плюс, 40 плюс, тем более 50 плюс – это тот возраст, когда мы не можем уже взять из той обыденной пищи, которую мы принимаем, даже если мы правильно питаемся, столько питательных веществ. То есть у нас усвоение уже другое, у нас метаболизм другой, у нас гормональный фон меняется с годами. Это и касается и мужчин, и женщин. Плюс ко всему, сегодня экология, к сожалению, подводит нас, и не каждая пища, не каждый продукт питания настолько полезны и насыщены витаминами, минеральными комплексами, как это было, например, лет 20-30 назад. Это все-таки земной шар, и он меняется, и экология здесь тоже меняется. Поэтому питательные вещества нужно пополнять биологически активными добавками. Никогда не назначайте себе БАДы сами. Никогда, если вам пропишет какие-то биологически активные добавки ваш тренер, ваш друг, близкий человек, считайте, что он хочет вам навредить. Это прям закон, теорема, которая не требует доказательств. По-моему, это называется аксиома, да? Теорема, которая не требует доказательств. То есть тренер не имеет права прописывать вам биологически активные добавки. Это делает только узкопрофильный специалист, зная, помните, по первому пункту, зная ваше сегодняшнее состояние. Вы должны понимать основной показатель – это как анализ крови, и, соответственно, вы должны знать, насколько у вас сейчас гормональный фон в норме. Относительно этого вы уже понимаете, какие вам добавки нужны. А узкопрофильный специалист, такой как нутрициолог или тот же терапевт, может прописать вам для того, чтобы вы скомпенсировали где-то нехватку или витаминно-минерального комплекса, или где-то подтянуть свои гормоны за счет специальных добавок, которые могут простимулировать ваши органы, вырабатывать ваши же гормоны. То есть это следующая ошибка. И в завершении хочу сказать, что в комплексе все, что касается питания, все, что касается биологически активных добавок, оно требует режима. Понимаете, организм, опять же, такой хрупкий материал, хрупкий механизм, который требует режима. То есть систематика и строгий подход к питанию, он очень важен. Но от себя еще хочу сказать, и с этим, если первые 4 пункта можно легко сделать, просто осознанно к этому подойти, но вот то, что я сейчас скажу, я думаю, что эмоционально ляжет вам в сознание, и вы поймете, оглянетесь на свою жизнь и поймете, что, может быть, что-то вы не так делаете. Большая часть из нас, чего греха таить, я тоже иногда, мы к пище относимся эмоционально, с эмоциями. Очень
редкие люди, ну вот я в большей степени чаще это делаю, потому что это образ жизни мой. Я сам действующий спортсмен, спортивный менеджер, курирую как профессиональных спортсменов, так и любителей. Я к пище отношусь рационально. Я вижу в них белки, жиры, углеводы, питательные вещества, минералы. И я понимаю, сколько мне нужен на основной обмен, сколько нужен на тренировочный процесс, суточную дозу понимаю. Могу точно понять, когда мне нужно подготовиться к циклическим видам спорта, например, к марафонам или к силовым, например, к штанге. Я знаю, как мне можно поменять это все. И я очень рационально отношусь, у меня нет такой слишком инстинктивной зависимости от еды. Но большая часть из нас. И раз, например, в квартал я тоже отношусь к пище эмоционально. И если вот это эмоциональное восприятие продуктов питания станет обыденностью, мы тогда всю гигиену питания нарушаем. Что значит эмоционально? Нам хочется посмаковать наши вкусовые рецепторы. Хочется что-то съесть. Вот я очень люблю наши казахские свадьбы. Когда приходишь, тебе, во-первых, уже стол накрыт вкусностей. Во-вторых, тебе первым делом приносят традиционное блюдо бешбармак, потом манты, третьим блюдом, как всегда, приносят рыбу. Ну, якобы это диетическое, что-то такое легкое. Мы все это съедаем, домой приходим, нам еще дают с собой вместе, и хочется дома что-то шлифануть. Почему это происходит? Потому что мы вкусовые рецепторы начинаем очень сильно раздражать. Я вот даже сейчас сказал слово бешбармак, у меня вкусовые рецепторы резко отреагировали сразу. Я вот чувствую, что мне хочется сразу что-то такое вкусное съесть. И, во-первых, вкусовые рецепторы раздражены, и нам тяжело их успокоить. На этом работают все восточные рестораны. Они еще добавляют усилители вкуса. Сейчас большинство из них меня возненавидят. Но так и есть. Они добавляют усилители вкуса, и хочется все время кушать. Хочется вернуться. Вроде бы поел час назад. Хочется вернуться и что-то еще съесть. Это первый момент. А второй момент, из-за того, что мы раздражаем вкусовые рецепторы и очень часто много едим не совсем правильной пищи, мы растягиваем желудок. И потом его насытить очень тяжело. И когда он растянутый, а на самом деле вот можно легко понять, сколько есть. Во-первых, вы должны из-за стола, не знаю, утренний прием пищи, завтрак, или обед, или ужин, или полдник, вы должны вставать с легким чувством недонасыщения, с легким чувством голода. Само насыщение должно прийти через 30-40 минут. Вот, а соответственно, мы же как едим? Пока вот прям голова не закружится, и ты не почувствуешь, что ты наелся. И потом вроде бы, ну вот, все. Да. Вот, и это все растягивает желудок. Два момента, которые очень важны, и которые я хотел в конце сказать. Первое. Более рационально относитесь к приему пищи, не включайте сильные эмоции. Радуйтесь, но осознанно. И второй момент. Не передайте, не растягивайте желудок. И тогда в целом обмен веществ будет очень мощный. Ну и в закреплении, скажем так, по скриптам, бонусам, не совсем к пище относится, но тем не менее так относится к нашему метаболизму, это прием жидкости. Как правило, мы все запиваем любой прием пищи любыми напитками. Кто-то кока-колой, кто-то сок, кто-то чаем с молоком. На самом деле мы в течение дня должны, во-первых, мальчики где-то 2,5, девочки где-то 1,5 литра пить обычной столовой воды. Потому что мы должны соблюдать водно-солевой баланс в нашем организме, чтобы кровь не была такая густая. Это первый момент. Второй момент. До приема пищи и после приема пищи должно быть 30 минут приема любой жидкости. А во время пищи лучше всего просто тщательно пережевывать все то, что вы должны съесть, не запивая, чтобы концентрация была получше. Здесь много очень разных взглядов от диетологов, от нутрициологов, но это такая аксиома, которая уже давно идет. Лучше всего не запивать, а тщательно пережевывать. Когда мы эмоционально относимся к пище, мы прям вот чуть ли не заживо все съедаем. Дополнительный бонус 2. Если вы уже знаете, как правильно питаться, и если вам посоветовал ваш узкопрофильный специалист, вы должны понимать, что есть вещи, которые не усваиваются друг с другом, потому что для переваривания тех или иных продуктов нужна разная среда в нашем желудке. То есть, например, самое любимое мое блюдо – это бешбармак. Он, к сожалению, тяжело усваивается в нашем организме, потому что для теста и для жирного мяса нужна разная среда. Где-то щелочная, где-то кислотная. Поэтому ощущение сонливости, когда ты съедаешь бешбармак где-то в 12 часов ночи, а это мы любим делать иногда, когда эмоционально относимся к пище, очень резко вызывает сон.
прям бац, потому что несочетаемые продукты, очень много организма энергии нужно потратить, чтобы это все переварить. Ну и плюс ко всему, точно потом вас ждут неприятные сновидения. Правильно питайтесь, обращайтесь к специалистам, не занимайтесь самолечением. Ну и, как я уже сказал, по умолчанию, правильное движение, правильная жизнь. Поэтому двигательная активность в вашей жизни обязательно должна быть. Друзья, хочу вам подарить свою книгу «Биохакинг твоего тела», но не просто подарить, а за лучшую историю о вашем правильном питании. Пишите, ну и книга вас ждет. Уйди, Жатпанасты.